В послании к Государственному собранию Илтумен глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев отметил, что пора переходить от создания институтов к реальным ощутимым шагам с четким результатом. В условиях Якутии трудная логистика, высокая ресурсная затратность не дают развиваться производству товаров в большом объеме прямо в Якутии. История развития показывает, что такие возможности есть, и одним из примеров обширного производства являются исправительные учреждения, где осужденные отбывают наказание суда. Сегодня этими учреждениями занимается Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии, которая имеет автономную производственную базу и классифицированную рабочую силу, которая в первую очередь обеспечивает себя всем необходимым, но имеет колоссальные возможности для производства товаров народного потребления для Якутии, так и для России. За 12 месяцев 2018 года произведено в учреждениях республики, выполнено работ, оказано услуг и выпущено товарной продукции на общую сумму 77 миллионов рублей. Из них 59 миллионов рублей – это для собственных нужд. 78% производится для собственных нужд. 18 миллионов – это получается практически 20% только сторонним потребителям. Одним из главных резервов Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии является рабочая сила, находящаяся в исправительных учреждениях. В учреждениях республики на данный момент содержится 3200 человек, содержащиеся осужденные, подлежащие обязательному трудоустройству. Из них, вот из 3200, это 2500 человек, которые должны быть обязательно трудоустроены. В настоящий момент трудоустроено всего 750 человек, почти треть осужденных, которые должны быть трудоустроены. В соответствии с законодательством осужденный обязан трудиться. И администрация учреждения должна изыскать работу и трудоустроить осужденного, чтобы он погашал все исковые требования в соответствии с законом, предусмотренные постановлением суда, решением суда вынесено. Он должен гасить коммунальные услуги и продовольствие, которое было, и вещевое имущество, которое затрачено на его содержание. В соответствии с законодательством до 70% заработной платы осужденного взимаются на издержки, которые предусмотрены законом. Осужденный в соответствии с нормативными документами, он не имеет права отказываться от работы. Отказ от работы является грубым нарушением условий содержания осужденного в исправительном учреждении. И в соответствии с этим к нему применяются меры дисциплинарного характера. Осужденный обязан трудиться, получает заработную плату, в соответствии с которой он в дальнейшем и идет отчисление, как я уже говорил, на его содержание и погашение исковых требований. На сегодня исправительные учреждения имеют мощную производственную базу, которая, к сожалению, загружена на треть производственными заказами. При этом располагают различными производственными мощностями. Металлообрабатывающее и сельскохозяйственное производство, лесопиление с деревообработкой. В учреждениях производят срубы домов, которые при полном заказе могут быть превращены в полноценные деревянные дома под жилье и при этом под ключ. С услугами производства бетонных строительных материалов уже знаком не один заказчик Якутии. Выпуск продукции в зимний период у нас составляет 1000-1500 блоков в день. В летний период производство блока составляет в пределах 4000 штук за сутки. Вся продукция бетонного, скажем так, происхождения у нас сертифицирована. Все заказы мы исполняем вовремя. По претензии, нареканий по качеству или срокам поставки нашей продукции от наших клиентов не поступало. Данная работа дает осужденным возможность не только заниматься трудом, но и в какой-то мере искупать свою вину. Ну, во-первых, мы работаем здесь официально. Это значит, что у нас идет стаж работы и как пенсионный вклад
так и в трудовой стаж, в трудовую книжку затем можно написать это все. И поэтому я считаю, что это необходимо. Наше обязательство по исполнительному производству, мы оплачиваем иск как бы в совершенном, ну, по гражданскому порядке, который суд признал, соответственно. Есть у нас даже те, которые элементщики, тоже элементы платят, соответственно. В исправительных учреждениях развито швейное производство, которое позволяет полностью обшивать и снабжать одеждой и спальными принадлежностями весь состав осужденных на территории Якутии. Наше учреждение на данный момент может изготавливать изделия различной категории, от нижнего белья до верхней одежды зимней. Технология у нас соблюдается, и осужденные у нас сначала обучаются, прежде чем работать у нас. Швейные цеха готовы производить любую продукцию из материала заказчика, и такой опыт очень востребован, как заказчикам, так и исправительным учреждениям. Он позволяет развивать производство. Это спальники с наполнителем из волоса оленя стриженного. Вот здесь он разлаживается, прошивается, 10 на 10 делается ячея. Тут двойной материал, плюс еще идет синтепон с обоих сторон, поэтому он получается очень теплый. Я думаю, заказчик будет доволен, потому что мы отвозили пробный экземпляр, и они уже утвердили, мы запустили это все в серию. Видите, костюм зимний для силовых структур, в том числе для структур УФСИНа. Значит, видите, защитный костюм от опасных производственных объектов, жилеты для кондукторов, медицинские костюмы, жилеты. На всю продукцию имеются лицензии, которые защищены государственными стандартами, подтверждены сертификатами. То есть наши костюмы, наши изделия, продукция наша, которую мы изготавливаем, проходит экспертизу. То есть мы заключаем контракт с определенной фирмой, которая непосредственно производит испытания на все условия, воздействующие на эти материалы и изделия, на прочность, на износ, стойкость, на мороз. И все вот эти наши изделия, они подтверждены качеством и соответствуют стандартам и ГОСТам. Мы вот в этом году мы сделали порядка 3 миллионов выпуска швейной продукции. Из них около миллиона мы работали со сторонними организациями. В прошлом году мы очень плотно работали с городом Якутском, в частности с городским водоканалом, с МУП ЕПАК. Мы им шили спецодежду. Не обращали внимания? Вот кондукторы ходят и водители специальная спецодежда заказывали. В этом году мы работали с Хангаласским газстроем, с Максоголовским хлебзаводом. Поэтому мы принимаем сторонние заказы, мы можем шить все. Обращайтесь. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии всегда изыскивает возможность модернизировать свое производство, начиная с бетонной продукции, заканчивая с швейной продукцией. То у нас постоянно обновляется фонд швейных машинок, мы идем в ногу со временем. Расскажи, чем эта машинка отличается от предыдущих? Тем, что она полностью автоматизирована. Все здесь как бы настраивается не вручную, как на старых машинках. Также система, да, вот чулочного. Ну, вообще вот система здесь, сама система, она более как бы продвинута. И, ну, удобства, они тут все есть, ну, как бы это ощутимо. И качество. Да, и качество. Одним из самых интересных производств в исправительных учреждениях является сувенирная продукция различного назначения. Изделия осужденных уже не редкость на различных ярмарках Якутии и имеют определенный спрос. Так иной раз является штучным, чуть ли не авторским товаром. Это мастера. У нас строго отслеживается расход материала на изготовление данной продукции, так как она имеет специфический характер, понимаете, место назначения изготовления. Вот. Все продукты, все металл соответствуют качеству. Соответственно, ручки делаются из капа, также выдерживаются, вымариваются и обрабатываются. Опыт у производителей, непосредственно занимающихся этим изготовлением этой продукции, имеется хороший. У нас есть свои кузни, есть свои швейные мастерские, кожные обрабатывающие цеха. Каждое практически изделие имеет индивидуальный характер. Обиходы, так сказать, уюта. Тоже изготавливается каждое изделие в индивидуальном порядке. То есть каждая продукция имеет такое значение, как единственный экземпляр, единичный экземпляр. Также может производиться не только от идеи самих осужденных, да, но и по желанию от заказчика. Исправительные учреждения располагают своими профтехучилищами прямо на местах производства, что позволяет осужденным обучаться необходимым специальностям. Осужденный, получая ту или иную специальность,
он задействован потом в организации трудовой деятельности в учреждении. Учебный процесс и производственный процесс не взаимосвязаны. И осужденный, получая профессию, он, соответственно, закрепляет свои трудовые навыки в данном учреждении на том или ином виде производства. Прежде чем приступать к работе, мы проходили специальное обучение в образовательном учреждении, получили квалификацию бетонщика 2-3 разрядов. Целенаправленно пошел обучаться в ПТУ, обучился здесь, получил 4 разряд. Уже более года работаю в данном цеху. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии готово к взаимодействию с исполнительными органами власти и бизнесом республики. Готовы сотрудничать и с предприятиями, частными партнерами, которые могли бы разместить в наших учреждениях свое производство. Это либо переработка, либо выпуск товарной продукции, которая непосредственно востребована в республике. Мы готовы также вкладывать и свои денежные средства, и совместно создавать условия для открытия и расширения рынка производимой продукции, включая и переработку, и выпуск новых видов изделий. Также хотелось бы, чтобы наши учреждения получали государственные муниципальные заказы либо на пошив вещевого имущества, либо постельного белья, либо на выпуск востребованной товарной продукции, которая необходима нашим министерствам, ведомствам, либо муниципалитетам. И статья 93, с нами можно заключать государственные контракты как с единственным поставщиком. И постановление правительства 92, в котором определен перечень выпускаемой продукции, товаров, работ и услуг, с которым без торгов можно заключать государственные контракты. Любое новшество, оно требует определенных просчетов и определенных требований. Но нет преграды для совершенства, так сказать, и любой вид производства можно открывать и производить, но непосредственно с нормами и требованиями, которые предписывает на законодательство. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии гарантирует исполнение заказов, оптимальное соотношение цены и качества продукции, возможность самостоятельного определения ее параметров, гарантированное освоение денежных средств, получение продукции и выполнение всех обязательств по заказу.